Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азии». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Сторонники выхода Великобритании из единой Европы празднуют победу. Однако уже и само Объединенное Королевство может перестать быть единым. О своем выходе из состава Британии заявили Шотландия и Северная Ирландия. Испания потребовала Гибралтар. Сегодняшний день – это водораздел для Европы, для европейского объединительного процесса. Председатель Китая Си Цзиньпин, звезда саммита ШОС в Ташкенте. Все лидеры стремятся засвидетельствовать свое почтение исключительно ему. В Бишкеке тем временем не знают, что делать с последствиями китайско-кыргызстанского сотрудничества, кладбищем сломанных автобусов. Наверное, на металл пойдет и остальные запчасти на склад. Папа ко мне приходил. Почти индийское кино. Маленькая таджикская девочка узнала своего отца в популярном певце Шахрияре, и тот приехал к ней. Ее настоящий отец воюет в ИГИЛ и про дочь давно не вспоминает. Но певец и боевик так похожи друг на друга, что различить их не могут даже близкие родственники. В нем увидела своего сына. Он копия по виду. Боевики ИГИЛ утверждают, что им удалось взорвать в Сирии КАМАЗ с российскими военными. Террористы публикуют фото с мобильных телефонов убитых солдат. Министерство обороны России все отрицает. Между тем, Россию уличили в использовании запрещенных кассетных бомб. Они случайно попали в кадр. В Карелии все больше виновных в гибели 13 школьников. Арестована фельдшер скорой помощи, которая отказалась принять вызов у звонившего ей тонущего мальчика. А детский омбудсмен Павел Астахов потряс Россию хамским вопросом к выжившим детям. Ну что, как вы поплавали? Сторонники выхода Великобритании из Европейского Союза второй день празднуют свою победу на историческом референдуме. Решение о выходе, или как его еще называют Брексите, было высказано более чем половиной населения Британии с перевесом в 1 200 000 голосов. Между тем, после первых сообщений о выходе Британии из ЕС сразу же рухнули почти все основные биржевые и финансовые индексы. Курс фунта стерлинга опустился до самого низкого своего значения в истории – курса 1985 года. И это падение продолжается. Стремительно снижаются мировые цены на нефть и на все металлы. По некоторым позициям падение составило более чем 10%. Масло в огонь подлило заявление об отставке британского премьер-министра Дэвида Кэмерона. Вслед за этим резко снизился и курс евро. Я ничего не скрывал. Я был предельно честен и действительно верил в то, что Великобритания сильнее, безопаснее и лучше в составе Евросоюза. И я показал, что именно этого касался референдум, а не будущего отдельных политиков, включая меня. Но жители Британии приняли решение идти другим путем. И поэтому я считаю, что стране нужен новый лидер, чтобы вести ее в этом направлении. Тем временем выход Британии из состава Объединенной Европы может буквально разорвать страну изнутри и привести к тому, что королевство вернется к своим средневековым границам. О своей решимости отделиться от Великобритании и остаться в Евросоюзе заявила Шотландия, жители которой в прошлом году согласились остаться подданными британской короны только на условиях, что страна останется в ЕС. Также референдум об отделении от Великобритании готовят провести и в Северной Ирландии, которую весь 20 век англичане пытались удержать под своим контролем силой оружия. Я думаю, что референдум о независимости теперь весьма вероятен. Также я думаю, что у нас есть время, чтобы рассмотреть и обсудить все шаги. Кроме того, не в последнюю очередь мы должны оценить реакцию Европейского Союза на результаты вчерашнего голосования в Шотландии. Испания предъявила Британии свои права на британский анклав на полуострове Гибралтар, который считает спорной территорией уже 300 лет. Пока Испания предлагает ввести в Гибралтаре совместное управление с последующей полной его передачей под контроль испанских властей. Лидеры других европейских стран находятся в некоторой растерянности после оглашения результатов британского референдума. Подобный вариант развития событий предполагался, но никто не ждал, что это произойдет в реальности. На сегодняшний день это водораздел для Европы, для европейского объединительного процесса. Результат этого в ближайшие дни, недели, месяцы и годы будет зависеть от нас. Я в полной мере осознаю, насколько это серьезно и даже драматично. И нет никакого способа предсказать все политические последствия этого события, особенно для Великобритании. Это исторический момент, но это не время для истерических реакций. Сегодня от имени 27 лидеров я могу сказать, что мы полны решимости сохранить наше единство. Для всех нас Союз является основой для нашего общего будущего.
Эксперты опасаются, что, несмотря на заявления руководителей Евросоюза и лидеров европейских стран о решимости сохранить единство, Европу ждет эффект домино. Первое, если судить по настроениям почти половины населения, в очереди на выход из ЕС – Италия. Почти 48% итальянцев видят свою страну вне Европейского Союза. Подобные настроения есть и во Франции. Очень вероятно, что покинуть ЕС захочет и Испания, где уже неоднократно звучали призывы провести подобный британскому референдум. Между тем, 6000 километров восточнее Лондона, в Ташкенте, все последние 2 дня, наоборот, объединялись в рамках саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества. В год 15-летия ШОС к России, Китаю, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану и Кыргызстану присоединились Индия и Пакистан, а Иран начал подготовку к вхождению в этот союз. Таким образом, ШОС теперь объединяет треть живущих на Земле людей и 3 из десятки крупнейших экономик мира. Если судить по кадрам, распространяемым мировыми СМИ, настоящей звездой саммита стал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Все приехавшие на саммит лидеры как могли пытались засвидетельствовать товарищу Си свое почтение и в первую очередь проводили встречи с ним, а потом уже между собой. Накануне саммита Си Цзиньпин и узбекский президент Ислам Каримов торжественно открыли новый железнодорожный участок так называемого «Шелкового пути» – грандиозной современной трассы, которая должна будет связать Китай с Европой. «Шелковый путь» строят в основном на деньги Китая, китайские рабочие и инженеры. Строительство идет по территории почти всех центральноазиатских стран. Тем временем в столице Кыргызстана ломают голову над последствиями китайско-кыргызстанского сотрудничества в сфере общественного транспорта. Стоянка главного автобусного автопредприятия Бишкека сегодня больше напоминает кладбище сломанных автобусов. Из строя вышли все 200 машин, закупленных в Китае. Ни починить, ни списать их на металлолом невозможно. А те, кто закупал их по завышенным ценам, сидят в тюрьме, рассказывает Шавкат Тургаев. Стоянка автобусного автопредприятия Бишкека сегодня больше напоминает вымерший город. 200 гниющих машин эту территорию превратили в транспортное кладбище. Мэрия города ломает голову, что делать с грудами железа. Наверное, на металл пойдет и остальные запчасти на склад, которые остались. Как черный металл будет и цветной металл там. Избавиться от автобусов не так-то просто. Числятся они на балансе мэрии, и чтобы их списать по закону, нужно преодолеть множество бюрократических процедур, которые городские власти создали сами себе. Сам механизм списания у нас непрозрачный, он не до конца понятный, как управлению муниципальной собственности, так и самому предприятию. Там есть так называемое понятие остаточной стоимости. Если остаточная стоимость не достигает какой-то суммы, то мы в рамках закона не можем списать. В итоге практически мы имеем кладбище автобусов. Но и после списания ответ останется открытым. Куда девать отслуживший свой век транспорт? Эти автобусы сегодня отремонтировать возможности нет. Китайский завод-производитель Есинь уже давно их не выпускает. Не производит завод и необходимые запчасти и комплектующие. Поэтому, если у автобуса, к примеру, выходит из строя двигатель, то ремонту он уже не подлежит, и машина отправляется на это кладбище. По всей видимости, машины разберут на винтики и годные к эксплуатации детали пустят на запчасти. У нас плюсов будет нам некоторым запчасти, там у нас, если в скат отдадим, там у нас чуть-чуть плюса будет. Что мы не покупаем же, а это самого автобуса, который оставшийся запчасти, мы уже на другие автобусы будем. Автобусы были закуплены с 2008 по 2010 годы. Мэром Бишкека тогда был Нариман Тюлеев. Экс-городначальник из-за этих автобусов и пострадал. Фемида признала его виновным в том, что транспорт он закупил в Поднебесной по завышенной цене. Но и сегодня эти автобусы продолжают обслуживать население, хотя срок их эксплуатации давно истек. У них срок обслуживания 5 лет. Ну, сейчас в данное время уже, видите, 8 лет уже работаем. Ну, стараемся еще работать. Ежедневно на линии выходит всего 100 автобусов, да и та скоро придет в негодность. Чтобы обслужить миллионный город, необходимо не менее 800 единиц. Закупать новые машины власти в ближайшее время не планируют, а пока столицу от транспортного коллапса спасают душные и грязные маршрутки. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. История, достойная индийского кино. 4-летняя девочка из Таджикистана Сумаи узнала в популярном певце Шахриёре Давлатове своего отца, увидев его концерт по телевизору. Настоящий же ее отец Парвиз давно уехал воевать за ИГИЛ и о дочери не вспоминает. Между тем, бабушка девочки утверждает, что сама не может внешне отличить своего сына, боевика Парвиза, от артиста Шахриёра. До того они похожи. Родственники девочки написали певцу, и он приехал навестить Сумаи. Слушай, я кто?
Мой папа. Твой папа? Бабушка Сумаи говорит, что если бы она не знала, где находится ее сын, ей также трудно было бы отличить ее сына от певца, даже при встрече. Это заметно даже по фотографиям. Я увидела его, он копия Парвиза. Я очень обрадовалась. В нем увидела своего сына. Настоящий отец Сумаи время от времени присылает домой свои видео, где он позирует на фоне флагов террористов и произносит угрозы в адрес неверных. Тем временем певец Шахриёр Давлатов говорит, что после встречи с Сумаи он готов забрать ее и удочерить. Я бы хотел забрать ее к себе. Честно. Пойдешь со мной? Встреча певца и девочки была очень теплой, и теперь Сумаи считает, что ее папу зовут не Парвиз, а Шахриёр. Пока-пока. Папа ко мне приходил. А кто твой папа? Парвиз. Парвиз? Шахриёр. Далее в программе. Боевики ИГИЛ утверждают, что им удалось взорвать в Сирии КАМАЗ с российскими военными. Террористы публикуют фото с мобильных телефонов убитых солдат. Министерство обороны России все отрицает. Между тем, Россию уличили в использовании запрещенных кассетных бомб. Они случайно попали в кадр. В Карелии все больше виновных в гибели 13 школьников. Арестована фельдшер скорой помощи, которая отказалась принять вызов у звонившего ей тонущего мальчика. А детский омбудсмен Павел Астахов потряс Россию хамским вопросом к выжившим детям. Ну чего, как вы поплавали? Террористы из ИГИЛ утверждают, что им удалось взорвать в Сирии грузовик КАМАЗ, в котором находились российские военнослужащие. Близкое к ИГИЛ информационное агентство Амак Ньюс сообщает, что при взрыве фугаса в окрестностях столицы террористического халифата, сирийского города Ракка, были убиты как минимум 3 военных из России. Вы видите кадры обгоревшей машины. Однако боевики, вопреки своему обыкновению, не показывают тел убитых россиян. Министерство обороны Российской Федерации уже опровергло гибель своих военнослужащих, назвав эту информацию пропагандистскими происками недоброжелателей. Тем временем боевики, как доказательство, публикуют фотографии, якобы взятые из мобильных телефонов убитых солдат. Журналисты, проанализировав эти кадры, пришли к выводу, что на них военнослужащие из действующих частей российской армии. Некоторые снимки сделаны в украинском Донбассе. По имеющейся информации, подразделения, в которых служили эти солдаты, могли оказаться в Сирии. И с большой долей вероятности боевики говорят правду. Однако российское Министерство обороны заявляет, что все фотографии были взяты из украденного в Москве мобильного телефона одного из российских военнослужащих. Напомним, что Россия всегда опровергает любую информацию о гибели своих военных в Сирии, но позже, как правило, признает потери и даже награждает погибших солдат и офицеров орденами и медалями посмертно. Российские журналисты из расследовательской группы Conflict Intelligence Team уличили военно-космические силы России в применении запрещенных кассетных бомб в Сирии. Видеокадры самолетов, оснащенных этими бомбами, случайно попали в эфир пропагандистской компании Russia Today, которая делала репортаж о посещении министром обороны Сергеем Шойгу российской авиабазы Хмеймим. Вы видите эпизод из этого сюжета, на котором присутствует готовящийся к взлету самолет, под крыльями которого находятся мощные кассетные бомбы российского производства. Как только вокруг этого видео поднялся шум, телеканал сразу же перемонтировал репортаж, закрыв бомбы кадрами Сергея Шойгу. Однако первоначальный вариант видео сохранился. Журналисты Conflict Intelligence Team выкладывают в интернет видео, где оригинал и перемонтированная копия сопоставлены. Это наглядное сравнение получило широкое распространение в интернете, и, возможно, на его основе будет начато расследование. До этого российские военные отрицали все сообщения о применении ими кассетных боеприпасов. Кассетные бомбы – оружие чудовищной поражающей силы, запрещенные международными конвенциями. При взрыве бомба создает сплошной поток осколков на площади, равной футбольному полю, и ничто живое не может уцелеть. Применение этих бомб расценивается как военное преступление.
Фаллудже иракские военные обнаружили завод исламистов по производству бомб и боеприпасов. Это произошло во время зачистки освобожденных от боевиков города Фаллудже, который недавно был отбит у исламистов. Репортаж Рейтер. Элитное антитеррористическое подразделение сил безопасности Ирака обнаружило в одном из освобожденных районов Фаллуджи мастерские по производству мин-ловушек, фугасов и других взрывных устройств. Полукустарное предприятие принадлежало боевикам Исламского государства, экстремистской организации, запрещенной в России. Город находился в руках джихадистов с января 2014 года. Иракская армия в течение нескольких недель ведет бои по освобождению Фаллуджи, которая является одним из оплотов суннитских вооруженных формирований. Зачистку освобожденных районов проводит контртеррористическая служба Ирака, ведущая борьбу с экстремистами, используя приемы партизанской и армейской тактики. Генерал иракского спецназа Абдул-Вахаб Аль-Саиди показывает смертоносные орудия, брошенные боевиками при отступлении. Сейчас мы находимся в квартале Шурта, одном из тех, что мы зачистили в последние дни. Перед вами мины-ловушки и мастерская по производству взрывных устройств. Часть ящиков боевики успели сжечь, но нам удалось найти важные улики. По словам генерала, некоторые районы в северной части города остаются в руках исламистов. Они также удерживают город Мосул на севере Ирака, который считается основным оплотом группировки. Как говорят иракские и западные представители, опыт операции в Фаллудже может быть использован при освобождении Мосула. В Карелии продолжаются поиски одного школьника, который, возможно, выжил во время трагедии на Сямозере. Там на прошлой неделе в шторме погибли 13 детей. Тело школьника не было найдено в водах озера, и, по мнению МЧС, он может находиться на одном из островов. Почти 400 человек уже несколько дней прочесывают заросшие лесами острова. Тем временем арестована фельдшер скорой помощи, которая отказалась принять звонок от другого тонущего мальчика, который в конце концов погиб. О трагической истории гибели детей, в которой как в капле отразились все проблемы современной России. Катерина Кочкина. Детский лагерь «Парк-отель Сямозера» закрыт. Спасатели продолжают искать ребенка, пропавшего без вести. Глава местного поселения уверяет, он предупреждал власти республики еще год назад, что детям в лагере находиться опасно. Почему дети лагеря писали письма, например, даже мне смс-ки, чтобы спасти их от голода, от холода и с островов снять? Год назад дети действительно попросили Андрея Ореханова вызволить их из лагеря. То есть смс-ки вот эти, реально были, то, что они просили о помощи. И вот после этих смс-ок уже начали приезжать туда и ФСБ, и МЧС, и все, которые принимали участие, потом, чтобы вызволить оттуда детей. У Татьяны Шолоховой 3 детей. В прошлом году ей позвонили из Московского департамента соцзащиты и предложили путевку в лагерь для старшего сына Коли. Показывали рекламные ролики и обещали, кроме всего прочего, научить ее сына выживать в экстремальных условиях. Условия действительно оказались экстремальными. Заведующий сказал, что нас отправляли в воду, гнали прям туда, на катамаранах, на тот берег. В прошлом году родители эвакуированных детей написали целый ряд жалоб в Департамент соцзащиты, в милицию, в прокуратуру. Лагерь тщательно проверили и велели устранить нарушения. Перед началом нового сезона претензий к руководству лагеря у властей республики уже не было. После трагедии на озере выяснилось, кроме стационара на 150 детей, на территории парк-отеля Сямозера разбили еще и палаточный лагерь на 100 человек, который тщательно скрывали от проверяющих. Я был инструктором 5-го отряда, и мы ушли в поход, все ушли в отряды 17-го, а мы ушли 16-го в поход на день раньше, так как в лагерь приезжала проверка, и нашему отряду ничего не сказали, мы ничего не делали. Скажи, пожалуйста, а зачем? Так как моего отряда вообще не существовало для разных проверок, у меня были официально его по документам всем не было. Вопросы к руководству лагеря есть не только у следствия, но и у борцов с коррупцией. Лагерь несколько лет подряд получал гранты от Департамента соцзащиты города Москвы. В российском филиале Transparency International внимательно изучили контракты на госзакупки и выяснили, что в конкурсе участвовали подставные фирмы, связанные с директором лагеря на Сямозере. Побеждала одна и та же компания всегда на парк-отель Сямозера. А технические кандидаты, они выбывали в процессе. Каким образом карельская компания выигрывала у правительства Москвы? Почему именно Карелия? Почему не Черное море? Почему там, то есть несколько лет подряд одна и та же структура выигрывает и фактически без конкуренции? Это говорит о некой потенциальной
как минимум связи заказчика и исполнителя. В департаменте соцзащиты в Москве на этой неделе прошли обыски. Формально ответственность за безопасность детей в лагере несут не чиновники, а исполнители госзаказа. Наша программа отправила в департамент письменный запрос, но ответа пока не получила. Тем временем в Карелии продолжаются проверки всех детских учреждений. Катерина Кочкина, Анна Яровая, Дмитрий Еловский. Настоящее время. И еще об одном эпизоде, связанном с этой трагедией. Уполномоченный по правам человека при президенте России Павел Астахов позволил себе крайне циничное высказывание в присутствии 2 выживших девочек. Запись телеканала РЕН-ТВ вызвала настоящую бурю в российских соцсетях. Сам Астахов заявляет, что использовал некий психологический прием, чтобы войти в доверие к подросткам. Ну что, как вы поплавали? Слава Богу, что живы. А в лагере сколько вы были? Вот первую смену? Да. Первый раз были там или же были раньше? Первый раз был. Я третий уже? Третий раз. Житель Непала, 68-летний Дурга Камил, пошел в школу. Долгие годы он мечтал получить среднее образование, но из-за нищеты не мог себе этого позволить. Наверстать упущенное он решил, несмотря на пожилой возраст. Подробности в репортаже Рейтер. Почти что каждое утро Дурга Камил просыпается, расчесывает бороду, надевает школьную форму и отправляется на занятия. 68-летний мужчина живет совсем один в небольшом доме в центре Непала. С тех пор, как 15 лет назад у него умерла жена, а 6 их детей и 8 внуков покинули родные стены. Дурга Камил принадлежит к касте далитов или неприкасаемых. Всю свою жизнь он хотел получить образование и стать преподавателем, но из-за бедности не мог осуществить свою мечту. И вот теперь, на старости лет, он пытается наверстать упущенное. Я посещаю школу с целью получить образование, пока я жив, и поделиться знаниями с другими неприкасаемыми. Вначале Камил учился читать и писать в компании маленьких детей. Затем, несколько лет назад, он получил приглашение посещать старшие классы. Мужчине выделили отдельную парту и выдали школьную форму, серые брюки, полосатый галстук и белую рубашку. Несмотря на то, что Камил принадлежит к касте неприкасаемых, у него сложились хорошие отношения с одноклассниками, которые называют его папой и помогают постигать материал. Мы постепенно прошли программу 8 и 9 классов и уже добрались до 10, говорит Сагар Тапа. Мы помогаем ему с тем, что он не знает, и он не стесняется спрашивать у нас, когда ему что-то непонятно. У Камила 20 одноклассников, самому молодому из них 14 лет. Мужчина посещает школу 6 дней в неделю и, по его словам, будет продолжать учиться до самой смерти. Он надеется своим примером показать людям, что начать получать образование никогда не поздно. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karentime.tv. Мы благодарим вас за внимание и прощаемся с вами до следующей недели. Всего доброго.